Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Круглогодичное наличие овощной продукции в Арктике и сокращение операционных расходов. В 4 районах Якутии планируют создать логистические центры. Уточнение требований к электросетевым компаниям. Новые правила подключения позволят снизить стоимость жилья на первичном рынке. Возвращение шашистов. В Якутии встретили победителей и призеров чемпионата Европы по шашкам. На оперативном штабе по тушению лесных пожаров отметили, что на особом контроле находится лесной пожар Усть-Майского района, где на сегодня действует 12 очагов возгорания на общей площади 127 170 гектаров. Здесь в течение суток привлекалось на тушение огня 2 самолета Б-200 и вертолет Ми-8. Ими было совершено 80 сбросов, слито 546 тонн воды. С помощью вертолета Ми-26 были переброшены дополнительные силы федерального резерва авиалесоохраны из Якутска. В течение суток группировка увеличилась на 82 человека. Сегодня планируется отъезд аэромобильной группировки из 26 человек и 40 человек авиалесоохраны. Общая группировка привлеченных на тушение огня составляет 1475 человек, 164 единицы техники и 18 воздушных судов. Сегодня в Усть-Майский район также собираются привлечь дополнительно вертолет Ми-8 ЧС России. Тушение лесных пожаров на территории региона продолжается. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет. Последний лесной пожар, действовавший на территории национального парка Ленские столбы в Хангаласском районе, потушили 23 августа. Очаг действовал на протяжении 2 месяцев. С 27 июня он возник из-за сухой грозы. Отмечается, что тушение возгорания затруднялось из-за сложного рельефа местности. Сопки с наклоном более 10 градусов, каменистая россыпь с толстым слоем и старой листвы мха и веток, плотные лесные насаждения, многочисленные речки и ручьи. Эти факторы стали основными препятствием в тушении огня с использованием тяжелой техники, поэтому все пожары тушились вручную. В связи с ликвидацией последнего пожара руководство национального парка приняло решение снять запрет на сплавы по реке Ботома. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Мы узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. О лесопожарной обстановке на сегодняшний день. Доброе утро. По территории республики тушится 43 пожара. Действует 43 пожара, тушится 19. Локализовано за сутки 6 пожаров, ликвидировано 12, вновь обнаружено 5 пожаров. На этих пожарах работает 1475 человек, 164 единицы техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 11 воздушных судов. Авиация совершено 80 сбросов, слито более 500 тонн воды. Приближенных и угрожающих к населенным пунктам пожаров на сегодняшний час нет. Работы по тушению проводятся в 9 районах республики. В связи с стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций в России. Сегодня прибыли 2 борта Ил-76 для доставки личного состава аэромобильной группировки, которые прибыли у нас с Подмосковья, в частности, Ногинской и Тульской группировки, которые сегодня убудут на пункт постоянной дислокации. Мы от лица руководства республики, от населения выражаем большую благодарность данным группировкам за большую работу, которую они проделали, и за стабилизацию лесопожарной обстановки республики. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем.
На сайте «Активный гражданин» завершилось голосование по выбору имени для белой медведицы, спасенной в поселке Джебари-Кихая Тампонского района. Более 3 недель россияне голосовали за одно из 2 имен. Айталина, что в переводе с якутского означает «судьба путешествия», и Томпа, созвучная с названием Тампонского района Якутии, где нашли белую медведицу. Наибольшее количество голосов набрало имя Томпа. Этот вариант поддержали почти 72 тысячи граждан. Напомним, что эту белую медведицу 3 лет вне традиционного ареала обитания обнаружили весной этого года. 11 мая она вышла к поселку Джебари-Кихая в 1000 километров от Ледовитого океана. После этого рабочая группа Росприроднадзора РФ приняла решение об эвакуации хищника. Медведицу перевезли в зоопарк Арто-Дайду. С 23 мая она проживает в московском зоопарке. В рамках федерального экологического проекта «Чистая Арктика» волонтеры соберут 15 тонн металлолома в поселке Тикси. На сбор съехали 7 представителей Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Вместе с местными волонтерами добровольцы приведут в порядок морской порт Тикси и береговую линию залива Булункан. Также в рабочей поездке участвуют представители проектного офиса по комплексному развитию Тикси до 2025 года. В ближайшие годы в районе планируют реализовать федеральные и республиканские программы и проекты. Таким образом, между Булунским районом и СВФУ будет заключено соглашение о сотрудничестве и открыт испытательный полигон научно-образовательного центра «Север», территория устойчивого развития. В Якутии в 2022 году планируют создать логистические центры в арктических районах, среди которых Булунский, Верхоянский, Жиганский и Среднеколымский. Об этом сообщил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский. Строительство подобных логистических центров должно удешевить цены на продукты, обеспечить круглогодичное наличие овощной продукции в Арктике и сократить операционные расходы. Центры оснащены современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, овощехранилищами и морозильными камерами. Продукты будут доставляться в такие центры по воде, Северному морскому пути, а затем с этих баз доставка в населенные пункты будет организована малой авиацией. Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле благодаря уточнению требований к электросетевым компаниям. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 24 августа. Новые правила позволят снизить стоимость строительства многоквартирных домов, что позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке. Документ фиксирует, что электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к водно-распределительному устройству, распределительному щиту. Действие постановления распространяется на земельные участки, предоставленные по договору о комплексном освоении территории. Такой договор заключается между и компанией, планирующей строить жилье, и местными властями по итогам аукциона на право аренды. Понятия социальная дистанция и личное пространство прочно вошли в нашу жизнь. Реалии нынешних дней таковы, что даже свободное время хочется проводить не в шумной компании друзей, а только среди родных. Ну а если наскучили домашние посиделки, можно найти выход, соблюдая ту самую дистанцию. Наш коллега Руслан Ачиров нашел развлечение, которое стало актуально и популярно именно в пандемию. Доброе утро зрителям «Утро Якутии», хотя у меня, можно сказать, добрый вечер. Дело в том, что я нахожусь сейчас в автокинотеатре. Автокинотеатры появились еще в Америке в 30-х годах, и настоящий бум был в 50-е годы, когда был также бум на автомобили. В городе Якутске мало мест, где можно интересно провести время, поэтому автокинотеатр достаточно интересное место для посещения. За моей спиной вы видите экран 4 на 7 метра и, соответственно, площадка, на которую все желающие могут приехать, купить билет так же, как в обычный кинотеатр, настроить волну на ретранслятор и слушать, наслаждаться фильмом прямо в своем автомобиле. Эй, что я сейчас сказал? Эдди, ты слушаешь?
Виталий, скажите, почему вы решили приехать в автокинотеатр? Ну вот решили вечером посмотреть фильм. Зашли в Инстаграм, посмотрели, где можно посмотреть кино. Вышел вот этот кинотеатр, получается автокинотеатр, и решили приехать сюда. В последние 30 лет популярность автокинотеатров достаточно сильно упала. Но с приходом пандемийных условий, когда были всеобщие локдауны и были закрыты кинотеатры, автокинотеатры стали снова набирать популярность. Эта тенденция прослеживалась по всему миру, в том числе и в России. Но интересный факт: в условиях пандемии, например, в Америке, если вы находились в кабриолете, например, то вы обязаны были носить маски. Режим работы кинотеатра со среды по воскресенье. В основном сеансы идут в вечернее время, но в планах у организаторов продолжить работу кинотеатра даже в холодное время года. Достаточно необычное ощущение, когда находишься в салоне своего автомобиля и смотришь кино. Василий, скажите, вы в первый раз в этом кинотеатре? Да, первый раз. Почему решили приехать посмотреть кино здесь? Да вот как там, отдохнуть просто, как там, посмотреть кино, расслабиться. Комедия сейчас как раз будет, посмеемся. Ну что, я посмотрел фильм, можно сделать некоторые выводы. Несомненным плюсом является то, что вы находитесь в своем автомобиле. В наше время это достаточно важно. Может быть, хотелось бы пожелать, чтобы включали фильмы, которые идут сейчас в прокате на больших экранах. То есть, скорее всего, это связано с тем, что там более строгие требования, то есть по авторским правам и так далее. Но, тем не менее, они также работают с дистрибьюторами и показывают достаточно актуальные фильмы. Виктория, скажите, вы с семьей приехали, да, в автокинотеатр? Это первое ваше посещение? Нет, уже третье. Третье? Да. То есть вам понравилось? Да. А что больше всего нравится в автокинотеатре? Ой, что нам больше всего нравится? Что можно всей семьей приехать, пожевать чипсы, попить лимонаду, посмотреть нормальные хорошие фильмы. И все это дело в машине. Удобно. Дети вон сзади лежат у нас. Разложили им салон. Классная затея. И то, что это центр города, это все в шаговой доступности. Да, далеко ехать не надо. Специально для «Утра Якутии» этот вечер в автокинотеатре провел Руслан Ачиров. Всем желаю отличного настроения и бодрого дня. В столичном аэропорту встретили победителей и призеров чемпионата Европы по шашкам, который завершился на прошлой неделе в Турции. Спортсмены сборной республики вернулись домой, завоевав 4 награды разного достоинства. Так, обладателями золотых медалей стали Гаврил Колесов, выступавший в молниеносной программе, и Сандара Апрасимова, первенствовавшая в классической дисциплине. Отметим, что 14-летняя Сандара, помимо этого золота, записала на свой счет и серебро состязаний в быстрой программе. Третьей в этой дисциплине стала еще одна якутянка Наталья Шестакова. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте Якутия-24. Не забывайте соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки. Оставайтесь с нами.